События в Ираке и Сирии в последние годы находятся в центре внимания мировой политики и мировых СМИ. Политические процессы в регионе происходят стремительно, а ситуация на Ближнем Востоке развивается порой так быстро и помимо воли тех или иных игроков, что ее очень сложно предсказать. При поддержке Вашингтона на Ближнем Востоке сложился новый альянс, когда по одну сторону баррикад оказались сами США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, а по другую Иран и его региональные союзники. С другой стороны, Россия контактирует со всеми ключевыми силами в регионе. Но ей все сложнее становится поддерживать баланс сил между своими партнерами на Ближнем Востоке. Тем не менее, она не намерена терять завоеванную с таким трудом репутацию ключевой силы в регионе. Противостояние США и Ирана в Ираке и Сирии достигло небывалого накала. В обоих этих странах важным военно-политическим игроком стали курды. Отношения между курдами и центральными властями в Багдаде и Дамаске непростые, и предсказать их развитие очень сложно. Та ситуация, которую мы имеем на Ближнем Востоке, взрывоопасной, какой она может стать в новом 2021 году. Турецкие войска хотят провести очередную операцию на севере Сирии в Айн-Иста. Какова роль России в этом конфликте? Чем вызвана противоречивость позиции России по отношению к действиям Турции в Сирии? Как Москва намерена наращивать свое присутствие в Ираке? Может ли противостояние США и Ирана привести к вооруженному конфликту? Каковы перспективы для курдов в Ираке и Сирии? Об этом главный редактор Юрий Набиев будет беседовать с обозревателем издательского дома «Коммерсант», востоковедом, экспертом РЭМ Марианной Беленькой. Марианна Беленькая пишет о Ближнем Востоке для российской газеты «Коммерсант». Ученый-арабист с почти 20-летним опытом работы на Ближнем Востоке. Она работала в пресс-пуле МИД России с 2000 по 2007 год в качестве политического комментатора РИА Новости, а затем стала первым редактором сайта RT Arabic, ранее Россия Эль-Ям, до 2013 года. Она писала для независимой газеты, журнала «Русский профиль» и «Аль-Хаят», а теперь является постоянным сотрудником Московского центра Карнеги. Добрый день, дорогие наши зрители. Добрый день, Марьяна. Добрый день. Марьяну мы представили, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время побеседовать с нами на столь актуальную тему. И я думаю, мы начнем с такого вопроса. Как мы в нашем анонсе сообщили, на Ближнем Востоке это очень такой сложный, динамичный регион, и очень быстро события там происходят. И этот год, 2020 год, он начался как раз с очень такого значительного события, убийства Касема Сулеймани. И этот факт на протяжении всего этого года отражался на ситуации в этом регионе. И кроме этого, опять-таки, как в анонсе было сказано, это и нормализация отношений Израиля с некоторыми арабскими странами, и много других, и ситуация в Сирии, и в Ираке, естественно, оно все время было в центре внимания и мировых СМИ, и в центре политических событий в этом регионе. Если так, Ближний Восток – это очень большая тема, но так, если в целом, в общем, рассказать ваш взгляд, что происходит на сегодняшний день, как вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке? Добрый день еще раз. Год действительно был очень бурно начался, и мы все сейчас боимся, как бы он также бурно не закончился, потому что все время поступают сообщения, что в годовщину убийства Сулеймани могут произойти месть Ирана, и мы знаем, что в регионе Персидского залива накапливаются в том числе американские силы, приведены, сегодняшняя новость, приведены в состояние боевой готовности американские военнослужащие на своих базах в Ираке. То есть было обстреляно на днях, неделю назад, в очередной раз американское посольство в Багдаде. В общем, все боятся, год не закончился бурно, и уже убийство Фахризаде в Иране, оно немножко вдалеке от Ирака и Сирии, но тем не менее тоже повысило градус напряженности в регионе.
Еще один, кстати, интересный фактор, о котором вы не упомянули этого года, это такие очень тесные контакты России и Турции. Они всегда были и в последние годы тесными, но в этом году Россия и Турция расширили свое сотрудничество резко. Региональный фактор очень сильно там стал проявляться. То есть помимо Сирии у нас появилось сотрудничество по Ливии, и вот под конец года это был Нагорный Карабах. То есть Россия и Турция расширили, скажем так, увеличили региональный фактор, региональный вопрос в своей повестке общения друг с другом, и это тоже не может не отразиться на события в регионе, и прежде всего на курдов. Ну, наверное, вот это самые важные моменты. А арабо-израильское, да, сближение тоже сильно повлияло и тоже не может не отразиться на курдов. Были слухи, и мы знаем, что, в общем-то, Эрбили негласно общается с Израилем, и об этом тоже вспоминали в контексте улучшения отношений, в контексте нормализации отношений. Но в основном, конечно, до официального объявления официальных контактов еще очень далеко, в том числе и Ираку. Ирак в очень сложном положении из-за того, что его перетягивают и Иран, и США, и кто только не угодно. Ну, а Сирия – это вообще это дело такого будущего отдаленного, что об этом даже и упоминать не стоит, про нормализацию с Израилем. Но, тем не менее, регион перетрясло, складываются новые балансы сил, и посмотрим, что нам принесет следующий год. Спасибо. Ну, давайте тогда перейдем уже конкретно вот к отдельным странам, в частности, к Сирии. В Сирии тоже, ну, мы это все знают, уже почти 10 лет идет гражданская война, сотни тысяч погибших, беженцев, по-моему, даже больше половины населения, оно за пределы Сирии выехало. Экономическое, значит, положение очень тяжелое. И, естественно, вот на Сирии, как в зеркале, вот все те региональные и международные крупные игроки, они задействованы, каждый там создает свои альянсы, каждая сторона, значит, пытается провести вот именно свою линию в этом конфликте. Вот что вы об этом, вот, по ситуации в целом Сирии, потом мы, наверное, уже более конкретизируем. И в частности, естественно, поскольку у нас сайт о курдах и Курдистане, поговорим и о том, какая ситуация с курдами в Сирии. Да, сейчас с курдами нужно действительно отдельно обсудить, вот тем более сейчас там очень все опять напряжено и очень бурно развивается, и опять же тоже конец года, начало следующего могут принести не очень приятные сюрпризы и для курдов, и для российско-турецких отношений, скажем так. Но мы к этому, наверное, еще вернемся. В Сирии ситуация по-прежнему тяжелая. И продолжается и гражданская война в Искале, и война с терроризмом продолжается. То есть эти процессы, они идут параллельно. Политический процесс практически никуда не движется. Ровно вот год назад была запущена работа Конституционного комитета по Сирии, но за этот год особо далеко не ушли в сторону. Причем, ну, из-за коронавируса надолго прерывались заседания. Тем не менее, 4 заседания за год состоялось, ну, с конца прошлого года по конец этого. И посмотрим, что будет дальше. Пока, в общем-то, речь идет, дай бог, если в январе дойдут до обсуждения преамбулы Конституции, а так все общие вопросы, пытаются решить разногласия и сблизить свои разные видения ситуации, о чем надо говорить. США обвиняют Дамаск и Россию, что они затягивают политические процессы. Мы помним, что в следующем году намечены президентские выборы в Сирии, на которые наверняка пойдет Башар Асад снова. И США уже заявили, что они не признают эти выборы, а это означает новые санкции на Сирию, новая экономическая блокада, ужесточение экономической блокады, невозможность восстановления страны. Значит, ситуация будет ухудшаться, а не улучшаться, потому что, с одной стороны, Дамаск контролирует достаточно большое число территорий по километрам, но
в принципе, без нормального восстановления экономики функционирование Сирии вряд ли возможно. И Россия здесь в одиночку не справится в том числе. Даже не в одиночку, а с теми странами, кто поддерживает Сирию, Иран. Некоторые страны азиатские готовы помогать, но все равно это очень тяжело, опять же, с учетом ужесточения американских и европейских санкций. Да, вот, кстати, вот эти санкции, так называемые Цезаря, и вот на днях буквально санкции введены против супруги Башара Асада. Да, они про нее еще в июне введены, то есть их вводят постепенно. То есть она, когда заработал список Цезаря в июне, она была среди первых, кто был в этом списке, но сейчас еще ее окружение попало. Но и самое страшное, наверное, это санкции против Центрального банка Сирии, которые вот сейчас появились, потому что это означает, что любой, кто проводит деньги через Центробанк Сирии, автоматически попадает в санкции. Это практически невозможность вообще осуществлять любые контакты с этой страной, а не только по нефтегазу и прочим. Хотя, конечно, мы уже приучены, там Россия ищет разные пути, но все равно это сложно, то есть это ненормально. Это значит, будет появляться всякие черные схемы, из которых потом очень будет сложно выйти. И мы помним, что творилось в Ираке во времена Саддама, во время санкций, сколько там было коррупции, сколько черных схем вокруг той же ООНовской программы «Нефть в обмен на продовольствие». Из этого выйти очень сложно, и это просто погружение на дно для всех. Это тяжело. Да, вот если вернуться вот к Конституционному совету, да, вы сказали, что уже 4 заседания было, и пока вроде бы, несмотря на то, что вот наш министр иностранных дел Лавров сказал, что есть какие-то подвижки, но в чем заключаются эти подвижки, пока не ясно. И вот по-вашему там загвоздка в чем? Вот именно власти Сирии и оппозиция, да? Так в чем у них главные разногласия? У них разногласие то, что власти вообще как-то этот процесс не очень нужен. Они идут туда из-под палки, в общем-то, во многом из-за давления России, что нужно договариваться хоть каким-то путем. И власти вообще ничего не хотят, их вполне устраивает Конституция 2012 года. По большому счету она не так уже плоха, когда в 2012 году самое главное, в общем-то, было это сделано в Конституции, была убрана роль партии БААС как центральной и единственной партии в общественной жизни Сирии. То есть такая был формально дано начало процессу дебаасизации, но он в жизни, проблема в том, что в жизни он не случился. По-прежнему БААС сильнее всего, и, собственно, политическая жизнь Сирии не сильно поменялась с тех пор. А они обсуждают уже год так называемые национальные принципы, название страны, в общем, с нашей точки зрения, можно сказать, что ерунда, но, как кажется, в этой ерунде основные принципы. Плюс хочет правительственная делегация, чтобы закрепить ли там такие вопросы, как борьба с терроризмом, им очень важно, но проблема в том, что и террористы, кого они включают под эти террористы, у всех разная, то есть половина вот этих группировок, представленных оппозиции, в глазах Дамаска – это террористы. Плюс Дамаск очень хочет закрепить роль по поводу сохранения целостности Сирии, осудить оккупацию Сирии, а для оппозиции это сложно, опять же, в силу того, что часть оппозиции, значительная часть, поддерживается Турцией, и север Сирии, в общем-то, находится, будем честны, под турецкой оккупацией, назовем это так. И, в общем, очень много проблем и очень много вопросов, по которым им сложно договориться, не говоря уже для того, чтобы начать обсуждать Конституцию, это вообще откроется такой ящик Пандоры. Поэтому сложно. Не говоря уже, что, извините, одно слово, что внутри оппозиции очень разные взгляды. То есть если делегация Дамаска монолитна, то внутри оппозиции представлены совсем разные силы, внутри которых нет согласия, и в этом тоже проблема.
Да, но вот, к сожалению, вот на этих переговорах, в том числе вот о будущем, да, Сирии, о конституционных вот принципах Да. устройства этой страны, ну, нет такого яркого или курдского голоса, да, там, конечно, есть вот в составе Есть курды, оппозиции, да, да, есть причем курдские демократические силы, КДС, есть, я не помню, как, да, да, правильно. Да. есть курды, и они представлены в правительственной делегации, Да, и и в в Каирская оппозиции, платформа, да, в да, они представлены, да, но как курды, как регион, там нету СДФ, да. самой главной силой, и, в принципе, шли разговоры, но тоже на уровне слухов, что, может быть, можно будет поменять состав оппозиционной делегации, заменить несколько человек, но мне кажется, что это нереально, что Турция никогда этого не позволит. И так долго мы согласовывали, практически год согласовывали этот список, чтобы его сейчас менять, это просто застопорит всю работу. Понятно, но тем не менее курды – это вторая по величине этническая группа в Сирии. Да. И вот такое, значит, непредставление в обсуждении будущего, на мой взгляд, это, конечно, но сейчас, как мы знаем, при посредничестве США и Франции идут переговоры, межкурдские, так называемые переговоры между вот представителями ПАЭД, да, Партии Демократического Союза, и Курдского национального совета. Как мы знаем, несколько раундов этих переговоров прошли. Обе стороны заявляют, что какой-то прогресс есть, сформулированы основные принципы, но главные, на мой взгляд, главные такие вопросы, они еще предстоит обсудить. Сейчас эти переговоры межкурдские остановлены, и обе стороны ссылаются на то, что вот смена администрации в США, там должен быть новый представитель США, чтобы он вот участвовал как посредник в этих переговорах. И в целом, вот как вы оцениваете вот эту... Мы знаем, что на севере Сирии, так называемом Заифрате, сформирована такая местная администрация. Администрация северо-восточной Сирии. Вот эти вопросы, касающиеся курдов в Сирии, как бы вы прокомментировали. С другой стороны, мы знаем, что власти в Дамаске, они категорически отвергают любую там федерализацию или автономизацию Сирии. Несмотря на то, что, как вы помните, проект был Конституции Сирии, который был представлен именно Россией. Там как раз вот это было, вот, федерализация. Там насчет федерализации сейчас точно не вспомню, но там для курдов речь шла точно про культурную автономию в первую очередь, не как отдельный регион. Но там, да, там шла речь о том, чтобы предоставить больше прав самоуправления регионам в Сирии, это было. А про курдов точно помню про культурную автономию. А что касается вот курских переговоров, и, кстати, Курский национальный совет, как раз он представлен в Конституционном комитете, я говорила... В составе оппозиции. В составе оппозиции, да. Он представлен, и эти люди там есть, и, в общем-то, непонятно еще, если вот они объединятся, как это тоже отразится на работу Конституционного комитета. И проблема с курдами такая же еще проблема, как с оппозицией. Курды не едины, сирийские курды, не говоря уж там о всех. Слишком много разных сил, много партий. Одни ездят в Вашингтон, другие ездят в Москву. И, в общем-то, это тоже очень сложно, когда нет одного представителя, который говорит о всех. Можно играть на этом. И чем и занимаются все ведущие державы, они этим пользуются. Это этот момент. Второй момент. Вот эти переговоры под эгидой США, и, кстати, да, действительно нужен новый представитель, потому что еще там генералы общались, и плюс еще очень много общался Джеймс Джефферсон, Джеймс Джеффри, спецпредставитель США по Сирии, который ушел в отставку, и очень много, так сказать, неприятного вылил, уйдя на
администрацию Трампа, рассказав, как она им, в общем-то, мешала, как они ее пытались обмануть, что это тоже ненормальная ситуация. В России невозможно так представить, чтобы спецпредставители военные что-то вводили специально президента в заблуждение, хотя, может быть, тоже есть такое. Вот. Действительно нужно дождаться новой администрации, потому что у новой администрации, прежде всего, непростые и непонятные отношения с Анкарой. И у Трампа-то были, мы видим, что Трамп, уходя, поняв, что ему уже ни к чему, наконец ввел санкции против Турции за С-400, хотя очень долго колебался, и Трамп как раз с Эрдоганом поддерживал диалог на личном таком уровне. А вот у Байдена очень такие негативные отношения с Эрдоганом, и мы помним, что Байден говорил о том, что нужно сделать все возможное, чтобы помочь турецкой оппозиции, да, мирным путем, но подвинуть Эрдогана. Это я так недословно цитирую, но в целом. Поэтому, естественно, нужно посмотреть, как будут развиваться события. И в том числе это все отразится на ситуацию в Сирии и на сирийских курдов. Москву же вот эти переговоры США и вот малой группы в Сирии с курдами раздражают, потому что Москва считает, что эти переговоры мешают диалогу между курдами и Дамаском. И как только становится непонятной роли Вашингтона, и как только у курдов начинается подозрение, что Вашингтон их может кинуть, они сразу бегут к Москве, и возобновляется диалог с Дамаском. Но в этот момент Вашингтон возвращается, и курды прекращают этот диалог с Дамаском. И это все очень сложно, ненадежно, нестабильно, и Москве в том числе нелегко. И вот сейчас мы вот эту видим ситуацию. В общем, Москва на самом деле очень четкая позиция. Москва считает, что должен быть диалог с Дамаском, что получится из этого диалога — другой вопрос. И то же самое происходит на севере Сирии, то же самое, что происходило на северо-западе, теперь происходит на северо-востоке, то есть в Африне, а теперь мы это повторение в истории видим в Айнисе, что Турция начинает свою операцию, курды просят помощи США, США особо не торопится, курды просят помощи России, Россия вроде как даже разместила свои дополнительные силы в этом регионе, мониторинговые, но, естественно, Россия не будет воевать с турками за курдов, и это для России крайне нежелательное развитие ситуации. Но что Москва говорила 2 года назад в Африне, то, что Москва повторяет сейчас. Передайте эту территорию, да, действительно, уйдите отсюда, это для СДС, для ИПГ, уйдите отсюда своими военными, передайте эту территорию под контроль Дамаск, и тогда мы вам поможем в полном праве. Если вы эту территорию не отдаете под контроль Дамаска, мы вам, извините, ничем помочь не можем. То есть, действительно, Россия воевать за курдов с турками не будет, но и сирийские силы тоже этого не будут делать в первую очередь. Но посмотрим, там все время идет торг, там все время идут игры, эту территорию кусочек сюда, в Идлибе сюда, северо-восток за Идлиб, Идлиб за северо-восток, там такие разыгрываются шахматные партии, которые даже предсказать невозможно, потому что ситуация меняется каждую минуту, слишком много, опять же, игроков, слишком много интересов, и тут скорее стратегию не продумать, скорее каждая страна разыгрывает такие маленькие тактические партии. Спасибо, Марьяна, за очень интересный такой подробный ответ на эти вопросы. Многие мои друзья и знакомые курды, эксперты, политики, они, в том числе из сирийского Курдистана, в том числе из Курдского национального совета, они всегда говорят так, что мы очень заинтересованы, чтобы между Россией и США по вопросу о курдах было бы взаимопонимание. То есть курды больше всех заинтересованы, чтобы в этом вопросе эти две страны, которые, в принципе, они и одна, и другая страна, они сочувственно поддерживают это, чтобы права курдов были бы в Сирии защищены. То, что касается России, мне кажется, что
Я не знаю, насколько давление со стороны России на Дамаск идет, чтобы они тоже в Дамаске тоже какие-то шаги навстречу курдским правам сделать. Потому что мы сплошь и рядом видим на самом высоком уровне ведущие там политики Дамаска, они заявляют, категорически отвергают любую там федерализацию, любые там, ну вот ограничиваются, может, вот такими лозунгами, что мы все сирийцы, там территориальная целостность Сирии, там мы все равны, там независимо от значит, этнических, там религиозных вещей. Если бы, я думаю, если бы Россия смогла бы убедить и гарантировать, вот, убедить Дамаск и гарантировать, что курды будут тоже какие-то права иметь в Сирии, тогда, мне кажется, вот этот... И плюс еще, если там общий язык какой-то с США найдет. Ну, да, на самом деле России и США не мешало бы найти вообще общий язык по многим разным вопросам. И это, Согласен. безусловно, повлияло бы на ситуацию в Сирии, в целом не только на курдов. На самом деле очень многие проблемы были бы решены, в том числе в Сирии. Ну и, наверное, да, на курдов это в первую очередь бы отразилось. Что касается влияния Москвы на Дамаск относительно курдов, вообще очень тяжело Москве иметь дело с Дамаском. То есть там любое... То есть это кажется, что Россия может давить. Это дается с трудом. То есть каждый шаг, вот этот Конституционный комитет дался Москве просто невероятным трудом. В чем-то убедить Дамаск невозможно. Возможно, в том числе и наша вина. Россия помогла Дамаску, и теперь Дамаск чувствует себя более уверенно, неуязвимым, у него такая эйфория победителя. И убедить его в чем-то невозможно, и это мы, в общем-то, и там Иран, в меньшей степени, сделали Дамаск таким самоуверенным, я бы сказала. Теперь мы пожинаем вот эти плоды. И вопрос федерализации, это даже уже, я бы сказала, самый последний вопрос, который еще придется решать, иначе все встанет сейчас вообще весь Конституционный комитет, если будут настаивать на федерализации. Понятно. Ну что ж, давайте перейдем на вот соседнюю страну, на Ирак. Я почему вот эти две страны связываю не только с курдским вопросом. Дело в том, что мы знаем историю создания этих государств. Это после распада Османской империи. Вот так было удобно тогдашним великим державам поделить и создать как бы вот эти государства. Но, в принципе, проблемы очень похожие. И вот что сейчас происходит в самом Ираке, да, вот там постоянно бушуют митинги людей, демонстрации, которые подавляются, там, не знаю, уже десятки, сотни погибших за это время. Новый премьер-министр, он пытается там, значит, стабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую, но поскольку у него нет вот своей как бы политической силы, которая за ним стоит, это ему приходится маневрировать там. Экономика тоже там расползается, и вот не только в Курдистане, но и по всему Ираку многие месяцы не выплачивается зарплата. Это связано и с пандемией, и с резким таким падением цен на нефть, который там основной фактор, который составляет бюджет Ирака. Вот в целом по Ираку ваша позиция, ваши оценки нынешней ситуации? Действительно, там непростая ситуация, тем более премьер-министр Казимян говорит, по крайней мере, позиционирует себя пока как временного премьера, потому что в Ираке намечены очередные выборы, если они состоятся в парламент, и посмотрим, останется ли он на своем посту. Действительно, за ним не стоит таких больших политических сил, но мы видели, что даже те премьеры, за которыми эти силы стояли, ничего особо сделать не могли. И, в общем-то, в этом, можно сказать, есть даже преимущество Казими, что он умеет и может маневрировать между разными силами, и как-то в него как-то очень хочется верить, по крайней мере, сидя из Москвы, хочется верить, потому что
Он, по крайней мере, человек, который хочет что-то и искренне хочет менять в своей стране и пытается это сделать. Ну, другой вопрос, получится. Действительно, ему сложно. Плюс действительно экономическая ситуация во всем мире не играет ему на руку, не играет в его пользу. Поэтому очень непросто. Хотя, ну вот на самом деле Ирак, да, живет уже больше года в митингах, протестах, и до этого в Ираке были достаточные протесты, никак не выберется из экономической разрухи. Ну, опять же, хочется верить не только в Казиме, но и в Ирак. Все-таки страна прошла большой путь за вот эти уже сколько, 17 лет после падения режима Саддама. Страна все-таки, и плюс еще исламское государство здесь повлияло, которое у нас в России запрещено. И сложно, но страна все-таки пытается как-то выживать. В стране, в общем-то, гражданское общество сформировано, это достаточно серьезное, мы видим. И страна, в общем-то, учится политическому процессу. Посмотрим, что получится. Но, с другой стороны, Марианна, вот смотрите, там в Ираке 17 лет назад, ну, 15 лет, в 2005 году была принята новая конституция этой страны. Но, к сожалению, как вот эксперты отмечают, где-то больше 50 статей Конституции, они не реализованы. В том числе и те, которые касаются вот федерализации. Ведь по сути это Конституция федерального государства, но на самом деле, к сожалению, вот то шиитское руководство, которое как бы заменило суннитское руководство, оно, то есть менталитет у них все равно все должно решаться в Багдаде. И из-за этого между Багдадом и вот Эрбилем происходят вот постоянные такие разночтения, проблемы, в том числе по бюджету и по многим другим, по спорным территориям, по Киркуку. Постоянно вот эти возникают вопросы. И сейчас вот в последнее время они опять обострились. Вот по отношениям между Эрбилем и Багдадом, вот ваше мнение, там, что происходит и во что это может, в принципе, вылиться? Ну, посмотрим. Мне кажется, самую острую фазу между Багдадом и Эрбилем мы пережили 3 года назад, когда Курдистан пытался провести референдум по независимости, и это очень сильно обострило отношения. И сейчас и из этого кризиса, в общем-то, было непросто выйти. И опять же, и Эрбиль, и Багдад, можем сказать, ну, они выходят из войны, из той войны, которая, в общем-то, надолго отрезала Багдад от многих территорий. Поэтому можно сказать, что отношения выстраиваются заново. А учитывая, что в Багдаде меняется все время правительство, и Багдаду, в общем-то, вообще ни до чего, кроме решения каких-то политических вопросов внутри страны, то, естественно, решать вопросы с Эрбилем, ну, тоже сложно. И мы пока не можем говорить о каком-то долгосрочном и стабильном развитии отношений. Но кризис прошел, и, насколько мы видели, пытается договориться Казими с Бардани, и происходят процессы, все-таки диалог идет, и посмотрим, будет ли найден. Ну, конечно, вот та экономическая ситуация, когда нет денег в принципе ни на кого и ни на что, она отражается и на Курдистан в первую очередь. Но надеюсь, что они компромисс найдут все-таки. А по поводу статей Конституции, ну, покажите государство, где выполняются все статьи Конституции, реализовываются. Ну, с этим сложно. Да, Марьяна, ну вот тут вот и в Сирии, и в Ираке мы видим, что вот на протяжении, в том числе и всего этого года, уходящего года, мы видим, что там эти две страны стали в разной степени ареной противостояния Ирана и США.
Да, но Вот. давно уже стали, да, в этом году особенно, да. Да, вот что вот по этому поводу, вот особенно в последнее время, вы тоже в своем вот в начале сказали, что там со стороны, в том числе уходящей администрации Трампа, идут вот предупреждения, там, значит, годовщина убийства Сулеймани идет, приближается, и мы хотим или не хотим, вот эти фактор противостояния вот этих двух стран в этих странах мы должны учитывать, и Конечно. как они могут вот, отразиться на вот, судьбе этих стран вот, в ближайшее время. Плохо отразится, если противостояние будет продолжаться, если эти страны попадают под прямые удары. Тут же и страдают, опять же, и мирные жители в первую очередь после любого удара. Вот последний удар по посольству мы видели, что как раз был ранен, пострадал иракец. До этого тоже бы гибли при ракетных ударах что США, что вот шиитских группировок, опять же, ну, либо мирный, либо военный, опять же, иракский в первую очередь. Поэтому, естественно, это отражается на двух странах, это неспособность стабильности. Любая война приведет еще к большему ухудшению экономической ситуации, хотя все мы надеемся, что до большой войны не дойдет, и на самом деле большой войны никто не хочет. В том числе мы знаем, что в Белом доме рассматривался сценарий удара по ядерным объектам в Иране, но Трампу сказали, что это может развязать большую войну, а так оно и есть, и он воздержался, решив, видимо, пойти такими, ну, точечными ответами, точечными операциями, возможно. Мы до сих пор не знаем, что операция по ликвидации Фахризаде, чья она, кто за этим стоял, кто о ней знал. То есть есть подозрения на Моссад в первую очередь, но предполагается, что американская разведка в этом поучаствовала. Поэтому посмотрим, как будет. Но, естественно, любая, как повторю и подчеркну, любая война ни к чему хорошему не ведет для региона и людей, живущих там, в первую очередь. Да. Ну, такой традиционный вопрос, а как вы можете оценить вот политику России в Ираке? Политика России в Ираке достаточно ровная. Надо сказать, что в отличие от Сирии, сближение Багдада с Вашингтоном никак не отразилось на отношении Багдада с Москвой. Они развиваются, то есть после падения режима Саддама Хусейна до еще были опасения, что Багдад переметнется полностью на другую сторону, и связи с Москвой будут потеряны. Нет, связи продолжаются при любом правительстве. Они, может быть, действительно не такие тесные в плане экономическом и военном, и действительно с военным не просто развивать с Ираком, опять же, из-за США, но мы помним, что когда США отказали, в общем-то, засомневались, стоит ли оказывать помощь Ираку военную в начале ИГИЛ, когда в начале исламского государства сильно угрожала, но помогла России, и ВТС России с Ираком, в общем-то, сильно поднялся. Экономические отношения тоже идут. В общем-то, наши российские компании в Ираке ничего не потеряли из того, что у них было. И все контракты, которые они хотели получить, они получили. Другое дело, что они могли бы больше, и, возможно, у России есть больше потенциал, в первую очередь экономический потенциал для работы в Ираке, но Россия сама его не реализовывает, никто ей не мешает, скажем так. В ноябре вот здесь был министр иностранных дел Ирака, это его был первый визит, насколько я помню, в качестве министра, но они знакомы с Лавровым давно, и по его работе еще в Курдистане достаточно тепло встретились, и посмотрим, может быть, Россия еще получит тендер на Мансури, и Россию, по крайней мере, приглашают принять в этом участие, но российские компании сами сомневаются, надо ли им это или нет. В общем, теплые отношения у Москвы и у Багдада, при этом Москва еще теплые отношения у Москвы и Эрбили, и год назад мы помним, что министр приезжал, когда он наконец поехал в Багдад, он был и в Багдаде, и в Эрбиле.
и это, по-моему, первый такой случай, то есть продемонстрировал, в общем-то, равность отношений и одинаковую важность отношений, что Багдада, что Эрбиля. К сожалению, это был очень быстрый визит. Я знаю, что курдские журналисты немножко обиделись на то, что не было пресс-конференции Лаврова, но ее не было и в Багдаде. И визит действительно был очень сжат и очень плотный, и Лаврову нужно было встретиться что в Багдаде, что в Эрбиле со многими политиками, и это произошло. Но сам уже факт, что Лавров заехал в Эрбиль, мне кажется, очень важным. И то, что российские компании работают с Эрбилем, очень важно. Даже, в общем-то, под угрозой подставиться с Багдадом. Но сейчас эти вопросы решены. Неизвестно, правда, до конца, что с Роснефтью, но вроде этот вопрос улажен. Но Роснефть у нас вообще занимает такую независимую позицию, делает, что хочет, вне зависимости от государственной политики. Поэтому здесь как бы отдельный вопрос. Но все равно, в общем-то, это интересно, что Москве очень важен Курдистан, иракский Курдистан. В общем-то, и от связи с сирийским Курдистаном Москва больших связей тех не отказалась, но вот там американский фактор сыграл большую роль. Для Ирака он не мешает. Вот это тоже удивительный феномен. Да. А вот в Сирии все сложилось по-иному, в первую очередь из-за, может быть, и такого резкого непринятия Дамаска Вашингтоном. И здесь мы действительно оказались по разной линии фронта. А в Багдаде этой линии фронта нет. Она была во времена Саддама, теперь ее нету. И нам проще. Да. Марьяна, вот многие политики, сами вот в Багдаде, они в последнее время, в том числе, вот когда говорят о будущем Ирака, вот такие очень пессимистические прогнозы делают, что если вот не решить вот этот кризис, который эта страна сегодня испытывает, то ну, последствия будут для Ирака очень плачевными. В этой связи я хотел бы, вот я уже говорил, что эти две страны, они были созданы на обломках Османской империи. И там ну, получилось, вот, допустим, если сравнивать Сирию и Ирак, я об этом много раз говорил. Вот в Сирии там большинство суннитского населения, но правят алавиты. А в Ираке было наоборот. Вот, с уходом Саддама Хусейна вот эта традиция, она значит, закончилась. В Ираке большинство шиитов было, но правящая верхушка была суннитская. И вот такие вот конструкции, такие государства, они, на мой взгляд, они могут существовать только тогда, когда вот центр, вот они правят очень жестко. И вот наши читатели тоже многие спрашивают, не являются ли эти две страны, вот, как говорят, failed state, да, там они уже в таком положении, что дальнейшая жизнеспособность вот этих государств, она фактически исчерпана. Вот ваше мнение по этому вопросу. И, кстати, многие читатели тоже вот ваше мнение по этому вопросу спрашивают. Знаете, нет, до fail state им еще далеко. Fail state у нас пока на Ближнем Востоке одно, это Ливан. Вот. Это вот действительно fail state, это полный коллапс, в общем-то, практически жизнеспособности всех структур и недееспособно правительство, практически разрушена вся экономика страны, политическая система не способна, в общем-то, хаос и коллапс. Сирии, Ираку, к счастью, еще до этого далеко, и ну, вот Сирии как государство, оно достаточно жизнеспособно, действует государственный аппарат, силовые структуры работают, и, в общем-то, Сирия достаточно еще жизнеспособна и функционирует как государство. Другое дело, да, проблемы с экономикой. У многих стран проблемы с экономикой. У Сирии одна из тяжелых, но тем не менее. Но как государство функционирует, государственная структура функционирует, и еще как функционирует, посмотрите на силовой аппарат. Может быть, это не то, что как бы хочется нам,
но тем не менее, вы знаете, я вам приведу, может, такой личный пример. Знаете, с журналистом, чтобы въехать в Сирию, нужна специальная виза. И так обычно для российских граждан виза не нужна. Но вот у меня была попытка несколько лет назад. Был момент, когда я была между двумя работами, и я подумала, я сейчас не журналист, я въеду так в Сирию. И в посольстве мне действительно поставили визу, обычную, не журналистскую. И я приезжаю, у меня в Сирии не было несколько лет. Все эти годы в Сирии шла война, гражданская война, война с исламским государством. Я пытаюсь пройти границу, и вдруг мне на границе говорят, а вы же журналист. Я говорю, откуда вы знаете? А он говорит, вы у нас в базах журналист. И я подумала, а это была граница даже не в Дамаске, в аэропорту, а вот одна из самых заброшенных застав между Латакией, если ехать, между Бейрутом и Латакией, вот на севере Ливана. И я удивилась, думаю, в стране много лет идет война, все не функционирует, в стране нет электричества, но базы данных, государственный аппарат хранит много-много лет, и значит, как-то государство, в общем-то, работает. И в Ираке тоже государство еще работает, функционирует, сложно, непросто, но до fail state еще есть, в общем-то, и ресурсы в бюджете, есть и возможности. Другое дело, что... И, в общем-то, в отличие от Ливана, Багдад все-таки сохраняет некую самостоятельность от региональных игроков. Ему сложно, он мечется все время между Тегераном, Риядом, Вашингтоном. Не просто, да, туда ездил Сулеймани, теперь Исмаил Кани как на работу в Багдад. Но тем не менее, Багдад все-таки, я в него немножко верю, пытается сохранить независимость. И мы видели, как предыдущие выборы, как тема суверенитета Ирака очень волновала все политические партии вне зависимости от их, в общем-то, от того, что они были шиитские, курдские, суннитские. Все они говорили об единстве Ирака, о том, что он должен быть суверенным, что внешние силы не должны играть на Ирак. И, в общем-то, в отличие от Ливана, в Ливане вот полный коллапс системы, в Ирак все-таки еще жив, скажем так. Понятно, Марьяна, я вас уже знаю, наверное, больше 20 лет, как раз как только вот вы начали свою вот эту журналистскую карьеру. И я знаю, что вы не раз встречались с курдскими лидерами, брали интервью. И вот ваши впечатления по этим вашим встречам с курдами, было бы интересно послушать. Да, вот в последнее время, к сожалению, больше получается общаться с сирийскими курдами, чем с иракскими. И, к сожалению, в иракском Курдистане я была, можно сказать, 2 раза, но вот последний раз с Сергеем Лавровым это только глотнуть воздух получилось. Вечером даже не увидеть толком Эрбиль, хотя мы проехали по Эрбилю, и он действительно очень сильно отстроился и производит удивительное впечатление, но это все было таким пролетом. Час, наверное, или 2 мы там были. Когда вот мы были в Курдистане, это был еще Курдистан, это времена Саддама Хусейна, и на самом деле меня тогда поразило, и, в общем-то, насколько совсем оторван Курдистан, Эрбиль от всего остального Ирака. Это, в силу обстоятельств, потому что он много лет жил под, так сказать, под западной охраной после всего, что там пережил. И я еще тогда подумала, как сложно будет, когда пойдет Саддам Хусейн, как сложно будет Эрбилю и Багдаду искать, в общем-то, общий язык. Учитывая даже и язык, дети не говорили на арабском. Вот тогда меня это поразило, в общем-то. То есть это целое поколение, которое оторвано от Ирака. И, как вы думаете, как это можно сейчас сшивать? Это сложно, невероятно. Но да, поражает каждый раз курдские политики тем, что как они болеют за судьбу своей
земли, как они переживают, как борются за это право. То есть это может только, в общем-то, восхищать. И опять же то, что и в Сирии то же самое, как они переживают за свои права, как отстаивают права. И мне очень ценно, в общем-то, что курды, где бы с ними ни общались, пытаются сохранить свою культуру, свою культурную автономию даже в России. И это, в общем, только может вызывать восхищение и уважение. Но вот, к сожалению, с точки зрения политики, курдам тяжело, и то, что они такие все разные, всегда были разные, то есть не могли найти общий язык между собой в первую очередь. Конечно, это отразилось на судьбе Курдистана, Большого Курдистана в целом. И, в общем-то, наверное, к сожалению, для курдов проект Большого Курдистана, в общем-то, сейчас невозможен, и дай бог сохранить где-то вот автономию, федеральную автономию в Ираке и хотя бы культурную и административную автономию в Сирии. Наверное, это вот максимум. Про Иран я уже просто не говорю, к сожалению, хуже всего знаю то, что происходит в иранском Курдистане. Вот. И, ну, хотя бы, ну, на культурную автономию в иранском Курдистане, в общем-то, я тоже надеюсь, что курды смогут сохранить себя как народ. Да, спасибо, Марьяна. Я тут воспользуюсь случаем, приведу слова известного величайшего гуманиста XX века. Это Андрея Дмитриевича Сахарова, который очень болел за курдский вопрос еще во времена Саддама Хусейна. Он очень много писал на эту тему, делал заявления. И вот я там точную цитату не могу привести, но она примерно так звучала, что курдский вопрос, это курдская проблема, это как черное пятно на лбу человеческой цивилизации. И еще слова Михаила Семеновича Лазарева, выдающегося российского курдоведа, который бесконечно любил этот народ, много писал о нем. Это был предмет его профессиональной деятельности. И он говорил, что сегодня курды, вот есть очень большая такой разрыв между возросшим самосознанием народа и той ситуацией, тем положением, в котором он находится сегодня. Я хотел бы вас еще один вопрос такой задать. Вот мы, конечно, эта тема Ближнего Востока, Сирии, Ирака, она очень глубокая, очень большая, о ней можно бесконечно много говорить, анализировать. Но вот поскольку мы в преддверии Нового года, ваш прогноз, вот, что может, как могут развиваться события в этом регионе, в частности в Ираке, в Сирии? Ну, вот, и, наверное... естественно, вот это в связке с курдским, с ситуацией с курдами. Конечно. Вот тут, кстати, возник вопрос, мелькнул ранее на экране вопрос зрителя, слушателя, как скоро уйдет, вот он появляется, Турция уйдет из Сирии. Это, наверное, вопрос, который бы и Россия хотела бы задать, но боюсь, что скоро, к сожалению, для Сирии Турция не уйдет, и она не собирается уходить, но турки говорят, что они уйдут, как только решит, ну, собственно, то же самое, что американцы говорят, что уйдут, как только будет достигнут политический компромисс в Сирии, то есть когда будут все решены вопросы, читай, когда уйдет Башар Асад. Но Башар Асад никуда не собирается, но турки тоже никуда не собираются. По поводу прогнозов на следующий год, в Сирии будет решаться судьба севера Сирии, опять же, где находятся турки, расширят ли турки свою территорию, или же останутся там, где они есть. И в том числе вопрос вот к территории курдов, Айн-Ис, и он решается сейчас, вот в эту минуту. Бои идут уже несколько недель, ну вот острая фаза, вот неделю может быть. И посмотрим, что будет в Айн-Исе и вот в этих районах вдоль буферной зоны, созданной Турцией, и судьба вот этих территорий, что будет совсем на востоке Сирии, как мы уже сказали, как мы с вами говорили, во многом это зависит от позиции Вашингтона, как с этим пойдет.
И вообще очень многое зависит от того, какова будет роль Вашингтона в регионе. США, в принципе, сейчас тоже не до Ближнего Востока. У них куча своих проблем, в том числе политических, их надо будет решать. Посмотрим. Многое зависит от того, опять же, как будут складываться отношения между Вашингтоном и Тегераном, уйдет ли туда фокус. То есть мы входим в год в новый со многими неизвестными, я бы так сказала. Многими неизвестными, которыми сводится Вашингтон. Плюс еще нужно не забыть, что внутри Турции достаточно нестабильная политическая ситуация, и там есть опасность досрочных выборов. Так-то они, насколько, если не ошибаюсь, 22-й, 23-й год. То есть, казалось бы, там еще есть время до парламентских и президентских выборов, но оно может резко сократиться. А это значит, что Эрдоган будет развивать больше такую внешнеполитическую активность, показывать, как он победитель, а это тоже отразится на курдах. И что в Ираке, и что в Сирии, и мы не упоминали об этом, но тоже в этом году была достаточно активная турецкая военная операция на территории Ирака. Посмотрим. И, в общем, год со многими неизвестными. Очень важно будет в Сирии продвинуть политический диалог. Очень много зависит будет от отношений России и США. Поэтому ждем от этого года, что он, может быть, будет переломным во многом и для многих. И, может быть, никаких прогнозов не хотелось давать, потому что прогнозы на Ближнем Востоке, как казалось, дело неблагородное. Один удар, как мы были 3 января этого еще года, и все концепции, все прогнозы летят в тартарары, поэтому от прогнозов я воздерживаюсь. Скорее, вот я за то, что этот год со многими неизвестными, которые надо посмотреть, как они сработают. Еще же важно нам, тоже это влияет на регион. Сейчас вот 5 января посмотрим, помирятся ли между собой государства Персидского залива. А это тоже важно в первую очередь и для Ирака, и для всего региона, и для Ливии это тоже важно. То есть это потому что то, о чем мы не упомянули, конфликт между Саудовской Аравией и Катаром, Катар достаточно активный игрок и в той же Сирии, и в Ливии, учитывая его связи с Турцией. В общем, очень много интересного нас ждет в начале года. Посмотрим, насколько это будет реализовано, и вернутся ли курды к своему в Сирии, к вопросу объединения. Поэтому подождем. Очень много открытых вопросов. Да, кстати, Марьяна, вот такая информация поступила вот в связи с внутриполитической ситуацией в Турции. Действительно, я согласен, там тоже очень большие сложности. Оппозиция активизировалась, от партии Эрдогана многие там ведущие члены, они уходят. И вот буквально некоторое время назад эмиссар Эрдоган послал эмиссара своего к брату Абдуллы Оджалану, Осману Оджалану, который сейчас вот проживает в Эрбиле, вот, в иракском Курдистане. И на предмет вот, решения, это ясно, там при приближении к выборам каждая партия хочет, курдский электорат, так сказать, он значительную роль играет сейчас сегодня в Турции. И вот такие шаги Эрдоган начал делать, и я думаю, будет делать вот, в плане для того, чтобы заручиться поддержкой курдского электората. Может быть, пару военных кампаний, что в Сирии, что в Ираке, ему тоже не помешают. Да, согласен. И напоследок, Марьяна, что бы вы пожелали вот, курдам? Вот, Новый год подходит. И я знаю, что у вас много контактов с представителями этого народа, нашего народа, и вы хорошо знаете эту тему. Что бы вы пожелали? Знаете, я традиционно желаю всем, кто живет на Ближнем Востоке, мира. Это в первую очередь, мне кажется, важно. И для курдов это важно сейчас, чтобы не было никаких военных операций, чтобы все были живы. Вот этот год нам добавил необходимость желать всем здоровья,
Ну и курдам я бы еще пожелала, курдским политикам, я бы пожелала согласия друг с другом, потому что внутри курдские конфликты, что конфликты внутри Ирака, а мы видели в этом году их тоже между курдскими партиями в Ираке, между курдскими силами в Сирии, они добра курдскому народу не приносят, поэтому только согласия и мира, и здоровья. Спасибо, Марьяна. Я хочу вам еще раз вас поблагодарить за участие в нашей передаче. Надеюсь, это не последнее. Я вам здоровья хочу пожелать и пожелать с Новым годом. Спасибо. С Новым годом всех ваших зрителей и читателей тоже. Успехов вам. Нашим зрителям тоже я благодарю за участие в нашей передаче. С наступающим Новым годом. Подписывайтесь на наш канал. Я хочу поблагодарить нашего редактора Маруфа Асланова за подготовку этой нашей передачи. Спасибо большое. Спасибо.